Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы искренне рады вас видеть в этом прекрасном зале Русского драматического театра на концерте подношения Далай-ламе XIV. Ордым талың, ясанчылар, амыршылынып танда, байре хендрор хундата эльшат. Дорогие друзья, 2 года из-за пандемии коронавируса мы не имели возможности встречаться. И вот сегодня эта возможность у нас есть. Давайте друг другу поаплодируем. Хундата нухут, арюнгыгэн, арон дурдугэр талай бақшымны, аменди ареал бурхынгыш толық нөпте, турығыр найың далың жыл үңгірогышы. Тихидері тұрсың ұдырорын, табыл титне, оның күн зұрғыны, дардакин, амыр шылнып дя. Мы с вами, дорогие друзья, по-настоящему счастливые люди, что живем в одно время с живым воплощением Будды Авалокитешвары, божества сострадания. С благословения и под патронажем досточтимого Геше Джампати Лея этот концерт проводится ежегодно и стал уже традиционным. Начиная праздничный концерт, посвященный 87-му дню рождения Его Святейшества, позвольте мне пригласить на сцену досточтимого учителя, доктора буддийской философии Геше Джампати Лея и переводчика Андрея Морозова. So today is a great occasion for not only for all Tibetan people, for the people of Mongolia, Buria, Tuva, Kalmykia, who regard His Holiness our spiritual leader, is the day of our happiness sunrise. Сегодня день, торжественное событие, которое является торжественным не только для жителей Тибета, не только для тибетцев, но также для жителей Монголии, Бурятии, Тувы, Калмыкии, для всех тех, для кого Его Святейшество Далай-лама является духовным лидером. Это день, в который взошло солнце нашего счастья. So I would like to greet special Tibetan greeting, Tashit, to all of you and all of the people who watch through the telecast. И я хотел бы передать особое тибетское приветствие Таши Дилек всем вам, зрителям этого зала, и всем тем, кто смотрит этот концерт по телетрансляции. So His Holiness is a 14th Dalai Lama, and we Tibetan, believe in the reincarnation. Его Святейшество Далай-лама – это 14-й Далай-лама. Мы, тибетцы, верим в перерождение. Not only Tibetan, is from the point of Buddhist philosophy, when people achieve the control in our mind, completely free from delusion control, then they can have a choice to born, choice to die wherever they want, whenever they want. С точки зрения буддийской философии, когда практикующий обретает полную свободу от омрачений, он также обретает определенный контроль над умом, благодаря которому он может определять, где и когда ему умирать, и также где и когда ему переродиться. So, in case of His Holiness Dalai Lama, 6th Dalai Lama, before he passed away, he wrote one verses
Wild Libet, please borrow me your wing. I will not fly too far. Through Litang, I will come back to Lhasa. Если рассказывать историю его святейшества Далай-ламы, мы можем вспомнить шестого Далай-ламу, который перед смертью оставил такое послание. Он написал в нем стихотворные слова, означающие следующее: «Белый лебедь, пожалуйста, одолжи мне свои два крыла, на них я не улечу слишком далеко, из Литанга я вернусь обратно в Лхасу». Okay. So in terms of 13th Dalai Lama passed away, and 14th Dalai Lama, when he was 2 years old, then group of the delegation, they went to Tibet to search for the 14th Dalai Lama, Amdo province. А что касается 13-го Далай-ламы, то через небольшое, непродолжительное время после его ухода из жизни появилась специальная делегация, которая в Тибете разыскивала перерождение 14-го Далай-ламу в провинции Амдо. So in Amdo, the delegation, the man person, he dressed like ordinary person and went to the place where his son is born. The child, 2 years old, immediately recognized the man person and said that your mala, this is my mala, give me my mala. Second. И тот человек, который возглавлял эту делегацию по поиску 14-го Далай-ламы, оделся как обычный монах, приехал в то место, где должен был переродиться его святейшество, и когда встретил этого маленького мальчика, которому было только 2 года, его святейшество сразу же узнал этого главного человека, ответственного, возглавляющего эту делегацию, указал на его четки и сказал: «Это мои четки, отдай их мне». So not only that, in Tibet we have a holy lake. It's called Lake of Pantanhamo. There, when you pray, you can see the visions of future. И кроме этого, также в Тибете есть такое особое озеро, которое является озером Палдан-Хамо. Если помолиться, то в этом озере можно увидеть, какое будет будущее. Okay. So when the group of delegation, when they pray, and then this, lake, like a screen go up, and then appear the syllable first A. И когда помолилась эта делегация, осуществляющая поиск его святейшества Далай-ламы 14-го, они увидели, что озеро как бы раскрылось, как будто бы на нем появился экран, и на этом экране первым появился слог «А». Okay. Then they are delegates wondering what does A mean. Then they understood A means Amdo, province Amdo. И делегация задумалась, что же может означать этот слог «А», и затем решили, что это указание на провинцию Амдо. Then second Ka syllable. Следующий слог был слогом «К». Okay. Then they was wondering why is the Ka. Then they understood that inside Amdo there is one monastery called Kumbum. И также начали размышлять, почему же появился слог «К». И в итоге выяснили, что в провинции Амдо есть монастырь, который называется Кумбум. So that means near the Kumbum. And then at the end appear syllable Ma. Это означало, что искать нужно неподалеку от монастыря Кумбум. И далее последним, третьим появился слог «Ма». Okay. Then they think, what's the Ma? И они задумались, что же мог означать этот слог «Ма». Then when they investigate, they understand that Ma is referring to the name of Dalai Lama. When he was 3 years old, he was known as a Hamo. И затем в ходе анализа они пришли к Tundur выводу, Hamo Tundur, yeah. Hamo Tundur. в ходе анализа они пришли к выводу, что этот третий слог «Ма» должен указывать на имя 14-го Далай-ламы, а в 3 года его назвали Лхамо Дунду. Yeah, Hamo is a Dakini. Лхамо означает «дакини». So female name given to the child. So that's way accurately they understand now this child is the unmistaken reincarnation of the 13th Dalai Lama. То есть ребенку присвоили женское имя, и по итогу такого анализа эта делегация пришла к выводу, что совершенно точно это и есть перерождение 14-го Далай-ламы. Okay. So that's why today our spiritual leader and our protector, life after many previous life, we are 100% his disciple. И поэтому мы сегодня празднуем день рождения нашего духовного лидера и нашего защитника. Можно говорить о многих прошлых жизнях, что совершенно точно мы являлись его учениками. So that's where this is
his 87th birthday. So we really wish our spiritual leader, His Holiness Dalai Lama, live very long life, and may obstacles and everything disappear from his life. Это 87-й день рождения Его Святейшества Далай-ламы, и мы молимся о том, чтобы Его Святейшество действительно жил в этом мире очень долго, и чтобы устранились все препятствия Его жизни. And his kindness, because of His Holiness Dalai Lama, as he fled from Tibet, from India, then Buddhism spread all over the world. So he's a son, the Buddhist Uchenya teaching shine all over the world. That's one of the greatest activities done by His Holiness. И благодаря тому, что Его Святейшество переехал из Тибета в Индию, буддизм начал распространяться уже с территории Индии. Его Святейшество там сиял подобно солнцу, и так учение распространилось по всему миру. Okay. In my case, I come to Russia now 29 years ago. All the activities which I do, give teaching, they are all because His Holiness asked me to give teaching, and I come because of His Holiness' request. В моем случае я приехал в Россию и веду здесь свою деятельность 29 лет, и могу сказать, что это все является результатом того, что Его Святейшество направил меня в Россию с такой миссией, и также результат просьбы Его Святейшества. So I would like to request all my Tibetan friend Lama come over here. We will all pray for his son's long life. И я хотел бы попросить всех своих друзей, тибетских лам, сейчас подняться на сцену, и мы все вместе помолимся о долгой жизни Его Святейшества. Okay. And I want you all pray together. Я хотел бы, чтобы вы все также присоединились к этой молитве. So with a group prayer, it will definitely affect. Если мы вознесем такую коллективную молитву, она совершенно точно окажет эффект.
Дорогие друзья, позвольте пригласить сейчас на сцену представителя Совета ветеранов Бичурского землячества Александра Бадмаевича Жигмет-Циренова с почетной миссией вручения почетной грамоты нашему досточтимому учителю Гише Джампатинлею. Добрый день, дорогие друзья! Позвольте мне от имени и по поручению Совета ветеранов Бичурского района в этот знаменательный праздничный день выразить слова глубокой признательности и благодарности и вручить почетную грамоту досточтимому Гише Джампатинлею, великому буддийскому учителю и наставнику, сердечному ученику его святейшества Далай-ламы XIV, за многолетний на протяжении 29 лет подвижнический труд по передаче буддийской дхармы верующим мирянам, за неустанную деятельность по воспитанию духовно-нравственных ценностей общества, за неоценимый вклад в деле возрождения и развития буддизма не только в Бурятии, но и во всей России. Позвольте также поздравить вас с 60-летием и пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгой жизни
и спонтанного исполнения всех ваших желаний и планов на благо всех живых существ. Сашта, ыны залды сол жесін құнуды бұлтетіне, ыны сайындарар амыршалат, саштал, ортан асты, одан жаралты, ажалда амжылтыты, арыз сонда құндыты, бұрханты бойынты, алтыты мұңгыты, сансын қырғытны, бұрханы намойы сары бұты жеғын болтағай. Моя мать, без сомнений, была одной из самых добрых людей, которых когда-либо знал. И я совершенно уверен, что ее любили все, кто ее знал. Она была исполнена состраданием. Имя, данное мне при рождении, Санам Цома, относится к другой жизни. Большинство людей знают меня как Дикий Циринг. С тех пор я переехала в Лхасу. Я всегда пыталась быть Дикий Циринг со всеми общественными условностями и пользой, которые этому имени сопутствовали. Судьба и вера вели меня к моей невероятной миссии – стать матерью Далай-ламы. Мои родители были мелкими фермерами. Я называю их крестьянами, потому что они никогда не были связаны с каким-либо хозяином, но они никоим образом не имели отношения к знати. Они арендовали небольшой участок земли и обрабатывали ее сами. Однажды мне рассказали интересную историю, произошедшую с моим отцом во время моего рождения. Несколько недель он был болен и не вставал с постели. Когда он пытался встать, у него начинала кружиться голова, и он терял сознание. Он говорил мне, что каждый раз, когда это происходит, он видит лица родителей. Это был один из эпизодов в целой серии странных событий, которые произошли за 3 года, предшествовавших рождению будущего Далай-ламы. Все наши 13 лошадей околели. Это было огромным позором для семьи, а также большой потерей, ведь лошади стоили больших денег. Затем наступил 3-летний голод. Ламо Дандуп родился ранним утром перед восходом солнца. К моему изумлению, муж поднялся с постели и выглядел так, как если бы никогда не болел. Я сказала ему, что родился мальчик, и он ответил, что мальчик, несомненно, будет необыкновенным человеком, и мы отдадим его в монастырь. После его рождения в нашей семье больше не было смертей или иных странных происшествий и несчастий. Возобновились дожди, и после долгих лет нищеты вернулось процветание. С самого начала Ламо Дандуп отличался от других моих детей. Это был грустный ребенок, предпочитавший уединение. Он всегда убирал с глаз свою одежду и все свои вещи. На мой вопрос, что он делает, он отвечал, что пакует вещи, чтобы поехать в Лхасу и взять всех нас с собой. Я всегда настаивал, чтобы мне разрешалось сидеть во главе стола. Позже мне говорили, что это указывало на то, что я, наверное, знал о своем предназначении. Однажды он сказал нам, что спустился с небес. У меня было странное предчувствие, так как за месяц до его рождения мне приснились 2 зеленых снежных льва и сияющий голубой дракон, летевший в воздухе. Они улыбнулись мне и приветствовали в традиционном тибетском стиле, сложив лапы у лба. Позже мне сказали, что дракон был его святейшеством, а снежные львы – оракулы Ничунг, государственные прорицатели Тибета, которые указывали его святейшеству
путь в новое воплощение. Я поняла после этого сна, что мой сын будет высокопоставленным ламой. Но даже в самых безумных мечтах мне не могло прийти в голову, что он станет Далай-ламой. Я считаюсь воплощением каждого из 13 Далай-лам Тибета, которые в свою очередь рассматриваются как воплощение Авалокитешвары, Бодхисаттвы сострадания, держателя белого лотоса. Считается, что я тоже воплощение Авалокитешвары, фактически 74-й в той линии преемственности, которая восходит к мальчику Брахману, живущему во времена Будды Шакьямуни. Меня часто спрашивают, действительно ли я в это верю. Не так-то просто ответить на этот вопрос. Но теперь, обращаясь к опыту своей текущей жизни и буддийской веры, я не испытываю затруднений в том, чтобы признать, что я духовно связан с 13 Далай-ламами, с Авалокитешварой и с самим Буддой. Из книги воспоминаний Его Святейшества Идики Циринг «Мой сын Далай-лама» и «Свобода в изгнании». Собрание милостивых учителей и лам линии преемственности, вам с глубочайшей преданностью мы возносим молитву о защитнике страны снегов Тензине Гьецу. Пусть его жизнь будет длиной в 100 кальп, и явите ему свою милость. Пусть все, что он пожелает, исполнится без промедлений.
Танец подношения от детского хореографического ансамбля «Амар Мунде». Ваши аплодисменты. Мы продолжаем наш праздничный концерт. На сцене песенное подношение его святейшеству от Ольги Шараповой. Агуиха далевахшин макталы дум. Шангаралыга ташат уктыкты. Арюнгын далай бақшта, орын зүрхінде бақшта, кенде бақшта, зарі олың, ені қыңдуға, танда бұлық балың бар хемзіп шоу етті.
Ваши аплодисменты, Ольга Шарапова. Ну а прямо сейчас нужны очень громкие аплодисменты, потому что будет информация о наших друзьях, партнерах, спонсорах нашего замечательного праздничного концерта. Без их поддержки этот концерт вряд ли бы состоялся. Итак, Бурятхлебпром, ваши аплодисменты. Государственная телерадиокомпания «Бурятия», телекомпания АТВ, Селенга ТВ, Русский драматический театр имени Николая Александровича Бестужева. Ну а прямо сейчас, уважаемые наши зрители, представляем вашему вниманию редкие фотокадры, специально подготовленные к дню рождения Его Святейшества и впервые любезно предоставленные Государственным архивом Республики Бурятия для общенародной демонстрации. На архивной хронике репортажные снимки, запечатлевшие прибытие и присутствие Далай-ламы XIV на землю Бурятии. Далай-лама XIV Тензин Гетсо был возведен на трон 22 февраля 1940 года в Лхасе, столице тибетского государства. С 1967 года Его Святейшество Далай-лама предпринял ряд путешествий по всем 5 континентам и к настоящему моменту побывал уже в 46 странах мира.
Россию его святейшество посетил 7 раз. Трижды в советский период в 1979, 82 и 86 годах. Позднее в 91 и 92 годах. Он посетил традиционные буддийские республики – Бурятию, Агинский автономный округ, Туву и Калмыкию. Ну а в нашей солнечной республике Далай-лама был 4 раза. Это в 1979, 82, 86 и 91 годах. В 1979 году Далай-лама оставил в книге отзывов Иволгинского дацана следующее благопожелание. «Я благодарен за искреннее и теплое гостеприимство, оказанное мне во время этого короткого пребывания, который произвел на меня огромное впечатление. Пусть процветает учение Будды, пусть всегда будет мир, источник человеческого счастья». На этом снимке Далай-лама XIV с пандита Хамбаламой Жамбал Даржи Гамбоевым во время своего пребывания в Бурятии. На следующем фото встреча Далай-ламы в аэропорту города Улан-Удэ. Далай-лама XIV слева, пандита Хамбалама Жамбажамса Ирдынеев справа, 1986 год. 5-6 сентября в Иволгинском буддийском храме Далай-лама совершал богослужение благословения верующих. Религиозная деятельность Далай-ламы в Иволгинском дацане фактически состоит из 3 моментов. Первое – буддийская проповедь. Второе – посвящение верующих Бодхисаттву Авалокитешвару и лам в тантрийское божество Ямантаку. И третье – благословение верующих. Далай-лам XIV в дни своего пребывания в Бурятии, 86 год. Следующая фотография. Жамбал Даржи Гамбоев и Жамбажамса Ирдынеев с портретом Далай-ламы XIV, 86 год. А на этой фотографии его святейшество Далай-лама XIV дает благословение Хамбаламе Жамбажамсы Ирдынееву, 1986 год. Далай-лама XIV проводит хурал в Иволгинском дацане в 1986 году. Сейчас мы увидим эту фотографию. Вот это уникальная фотография, которая сделана в Иволгинском дацане. Из речи Далай-ламы XIV во время посвящения верующих в Иволгинском дацане. Мысль о Будде держите в сознании, а мантру «Ом Мани Падме Хум» произносите вслух. Но это вот уже мы видим самый продолжительный и счастливый приезд нашего духовного лидера Далай-ламы в Бурятию. Это 1991 год. Визит был приурочен к 250-летию официального признания буддизма в нашей стране. Специальный корреспондент газеты «Правда» Чингис Дабаин пишет: «Если о предыдущих приездах его святейшества знал только лишь узкий круг лиц, то нынче тысячи людей имели возможность услышать слова проповеди и благословения на стадионе в городе Улан-Удэ, в Иволгинском, Тамчинском и Заиграевском селах. Особенно Далай-лама выделил поездку в Ватсагат. Он придал этому особое значение, ведь именно в Ватсагате родился наставник и учитель, сподвижник 13-го Далай-ламы Цанит Хамбо Агван Даржиев». Итак, а мы напоминаем, что это уникальные исторические фото, специально подготовленные ко дню рождения его святейшества и впервые любезно предоставленные Государственным архивом Республики Бурятия для обширной общественной демонстрации. Продолжает нашу концертную программу песня, посвященная Янгажинскому дацану. Авчардаре Бурхане Ардам, подношение его святейшеству Далай-ламы XIV в исполнении Цидыниши Бимбаева. Love.
очердари лама бурахмане ордың соғыз алларың болсын ахе зулам етен осың бадарың хе залырың аманда итигің ерің хе Sadara dimam suha Ochirdara burahane ordongle O maguru bazardara Sarva sidi khom Очердари бурхане тарни Олне хана хусыл быйлуле Хугыжым гызым дугаз дылуле Хуне уриныр жарғы хызаяты Ожамаде да
те, байың хышыгытел, ундырго буйың заяте. Ни бурят доромни, ундырго буйың заяте. Мен қарғетем, бешілі кезуға занте, күндін көремте, йозан жылыте, кусін тугылдер зонте. Мұхане хаңғуте, белігдар хаңдырын жолте, моңғыларды таран ұғыте, Уште заме харгите. Ни бурят доромни, уште заме харгите. Ни бурят доромни, хусен тугылдер зонте. Ни бурят доромни, ундырго буйын заяте. Ваши аплодисменты Вера Шабасоева и Дулма Чемидаржиева.
О собрание учений, воплощенных в 3 колесницах, дарующие покой драгоценные сокровища просветления, избавляющие существ от страданий 3 низших миров, чистое, неизменное, несущее вечное благо, вершина всех добродетелей. Вам с глубочайшей преданностью мы возносим молитву о защитнике страны снегов Тензине Гьецо. Пусть его жизнь будет длиной в 100 кальп. Явите ему свою милость. Пусть все, что он пожелает, исполнится без промедления. Хибеете эссихие меддеги тавын хушун малемне демен хамбы батахадале тавын хушун малемне демен хамбы батахадале
гадале. Атторного шухалдах, амтатехен гутехен, таван хушун малене, тугалтехен унедле, таван хушун малене, тугалтехен унедле, техе бабанинда, эти шуле элшала, таван хушун малене, эшгетехен гаммадле, таван хушун малене, эшгетехен гаммадле. Детен де марахан, домотехен хульгадле, таван хушун малене, довєтарган хонідле, таван хушун малене, довєтарган хонідле, теуник сого бушыдык, утахаргы батылдык, таван хушун малене, улыгыда мори хулегле, таван хушун малене, улыгыда мори хулегле, таван хушун малене, улыгыда мори хулегле. Бурум әрюлі, сүлесін тәттіжі, хило қашқыра. Hey Badma, Badmahın, Buru Eryule, Hul hey Tatasha, Hilo Hashkara. Burun bu hindada, Buledan garara, Tongu hubu ye, Darı suçlo. Хей Бадма, Бадмахын,
Çıkındı duldaşını mayadu Sıtkıldı şıngın uyunkda son sıkdo Amrıtlı Şimni Duha Dulare Ayane Şubude Derhin yeridir duha dulare Derhin yeridir duha dulare Я на печке молотила, на шесточке веяла, сурняки новых носила, кого надо видела, сурняки новых носила, кого надо видела, видела парненочка, да говорю цыганеночка, видела парненочка, да говорю цыганеночка, говоря, мой говорюшка, душечка моя. Видела парненочка, да говоря цыганеночка, говоря, мой говорюшка, душечка моя, говоря, мой говорюшка, душечка моя, говоря, душечка моя, купи заветного коня. Говоря, душечка моя, купи заветного коня, на расписанной карете прокати-ка ты меня, на расписанной карете прокати-ка ты меня, вдоль по улице широкой, ой, широкой, широкой. Я на печке молотила, на шесточке веяла, сурняки новые носила, кого надо видела. Я на печке молотила, на шесточке веяла, сурняки новые носила, кого надо весела. Я на печке молотила, на шесточке веяла, сурняки новые носила, кого надо видела. На нашей сцене лауреат международных и всероссийских конкурсов, этностудия «Аидон», Бурятский государственный университет.